мечта такая давняя. Мы хотели снять первый татарстанский блокбастер. Зрелищный фильм со спецэффектами, с трюками. Чтобы люди сидели прямо вжавшись в кресло и ждали, как будут развиваться дальше события. Превзошел ожидания, на самом деле. Я не думал, что фильм получится настолько цельным. И мы надеемся, что мы, зрители, в том числе и российского, и международного, сможем развлечь и удивить. У меня вообще давняя такая была мечта снять. Я очень люблю татарские сказки, особенно люблю. Есть такая книга у Каюма Насыри. Можно сказать, что это библиотека разных сказочных существ. И вот на самом деле было несколько вариантов этого сценария. Причем в ранних вариантах сценария там были даже не дети, там были взрослые персонажи, с ними происходили только события. И там были варианты, где были убарлар, татарские упыри. Был вариант, где была вот такая, значит, телега с сеном, таинственно убивающая людей. В общем, но в итоге мы решили, что вот будет интересно сойтись вот к этому персонажу к истории водяной. А вы знаете такого писателя Каюма Насыри? Это такой очень известный татарский писатель. Он записывал много татарских легенд и сказок. Этот фильм, конечно, не мог бы существовать без поддержки. В первую очередь мы получили грант президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. И нас поддержал зеленодольский предприниматель и депутат Владимир Братухин, который тоже выделил часть суммы на съемки. А родился он здесь, в нашей деревне. Точнее, не в нашей деревне, а он там, в соседней. Здесь, в данной ситуации, я не хотел поднимать глобальных вопросов. Желание прославить район было, наверное, в основе. Сама идея, она же родилась даже не столько от национального, сколько от нашего персонажа, да, Каюма Насыри, который здесь проживал. У него уже здесь есть своя историческая область, свое уважение. Даже улица есть Каюма Насыри. И есть музей Каюма Насыри в Ачысырах. Для нас было очень важно найти такое живописное место, очень аутентичное. И деревня Большая Ачысыры возникла практически сразу, потому что это место, где находится музей Каюма Насыри. И когда мы приехали туда, мы поняли, что это вот в точности наше место, потому что нам нужны были вот такие места. Нам нужно было озеро небольшое, которое находится рядом с деревней. Нам нужен был родник. Прямо в этой деревне все объекты располагались идеально, так как будто бы сценарий был написан под него. Какие курочки. Ну, я когда впервые туда приехала, я вообще... Что? Типа, что? Я никогда... Я вообще не знала, как вообще живут деревни. И там было так классно гоняться за курочками. Тут главное при петухе не бегать, а то он тебя так заклюет. Необычная деревня, надо сказать. Какие там люди прекрасные, местные жители, я имею в виду. Понимающие, как будто у них всю жизнь проводили съемки кино, все как-то с пониманием к этому относились, с уважением. Была потрясающая хозяйка дома, в чем доме мы снимали, которая нас приютила. У нее огромное хозяйство, шел урожай, и вся съемочная группа таскала овощи, картошку, молоко, яйца. Ух ты, как здесь пахнет! Это травы. Это моя естественная среда, поэтому я так особо
Не думал, помогает, не помогает. Я из деревни, поэтому в деревне это все было органично. Замечательные актеры, но скажу честно, у меня в данном случае я их по кастингу не подбирал, я просто писал сценарий, потому что держал в голове определенных актеров, которых я хотел там видеть. И вот те, кого я хотел видеть, они в этом фильме снялись, поэтому, ну, в общем-то, кастинг для меня был идеальный. Я, между прочим, замуж за любимого человека выходила. Он нарушил Вот этот любимый человек тебя и бросил в Москве с 2 детьми. Единственное, конечно, вот я люблю такие эти экстремальные еще виды съемок. Жалко, что меня в воду не топили, там ничего. Одну сцену с Гузель, когда она мне пощечину давала. Все время боялась нормально дать. Я говорю, надо нормально ударяй, все, берешь, ударяешь, ничего от этого не будет. Она все время подходит и вот так задевает. Это в кадре нет. Ну, в конце концов, я ее так разозлил, что она действительно мне хорошо оплеуху дала, и все было нормально. Были определенные сложности, потому что мне пришлось лежать на земле холодной. Нужно было настроить свет, нужно было там определенная какая-то атмосфера нужна была, да, поэтому приходилось ждать. Было холодно, августовские ночи, они холодные. Но помощники режиссера молодцы, ухитрялись найти способы, как отогреть. И вот эти вот моменты сложные, они, в принципе, скрашивались общением и согреванием в шубе. Так получилось, что в самые жаркие дни мы снимали в полдень на натуре, а в самые холодные ночи мы снимали около озера, где все мерзли. Я был одет, по-моему, единственный по-зимнему. Очень переживал за детей, которые, ну, реально, они в летних каких-то одежонках у нас бегали. А теперь ты слышишь? Да, слышу. Только на мама никогда не била на татарском. Мы привозили шубы, их укутывали в одеяло, укутывали в шубы, поили горячим чаем. Юлю Захарову, нашу водяную, когда она снималась в воде, чтобы она уже не ходила еще босиком по холодной траве, ее наши мужчины носили на руках в машину, чтобы она не замерзла, и мы ее быстренько обогревали. Самое страшное было это ночью идти по воде, по вот этим мосткам, которые строили наши замечательные художники. Страшно было то, что илистое дно, и все под тобой ходит, и темно, и до такой степени непонятно, какая глубина, и ты понимаешь, что у тебя не двигаются руки, и ты не можешь двигаться, если ты упадешь. Ну, хотя я, конечно, пароль-то водяная, может быть, мне как-то это спасло, но все обошлось. Гримом занималась у нас Алиса Галеева. Она полностью лепила эту маску. Наверное, самое сложное все-таки это был грим. Даже не сколько сам грим, а процесс его создания на мне. Потому что это занимало очень много часов, и в итоге лицо становится обездвиженным, и гримировались руки тоже обездвижены, и в этом очень сложно было двигаться. Хотя, наверное, это придавало свой шарм пластике именно самой вот водяной вид. Кроме того, что на водяной был грим, который вот Алиса превосходно сделала, режиссеру понадобилось усилить это все, поэтому пришлось заняться еще и цифровым гримом. То есть дорисовывались глаза, производилась отдельная цветкоррекция лица, ну, вот этого грима, соответственно. Ну, плюс добавлялись какие-то свечения, какие-то дымы, ну, для придания какого-то объема и
ну, большей страшности, что ли. В разработке костюмов сказочных использовались элементы народного татарского костюма. Подлинные чулпы – это накосники такие, серебряные браслеты с арабской вязью. Все вещи подлинные, музейные. Мы их использовали в создании сказочных костюмов. Стоп! Стоп! Сейчас сюда, давай попробуем. Ноги вместе можешь сделать? Да, давай. Ну, если говорить о костюмах водяной, это костюмы, которые совмещались. Костюм, где был гидрокостюм, там был альпинистский подвес, на котором она там на кране подвешивалась над озером и летала. В общем, это была очень сложная конструкция. Ну да, ну то есть вот представь, на мне, значит, все это висит, это все сколько весит, плюс костюм. Ну, в общем, я себя чувствовала, да, такой неваляшкой. Ну, высота была приличная, очень большая. Я не знаю, сколько было. Метр 8? Ну вот, 8. Например, вот у нас летит водяная над озером, она реально летит на подвесе, на кране. Естественно, есть подвес веревки, которые видны с помощью компьютерной графики. Сначала убираются эти веревки. Это на самом деле непростая совсем процедура. Работать действительно было очень тяжело, но, с другой стороны, очень интересно. То есть вот насколько тяжело, настолько же интересно. Да, действительно, менялось по ходу производства, менялось понимание, какие эффекты лучше, то есть как и что лучше сделать. Бежим! Стой, надо найти гребень! Быстрее, она сейчас вернется! Нашел, нашел! О чем мы больше всего беспокоились, это как раз дети, как работать с детьми. Потому что сценарий был такой, что все держалось на детях, и дети присутствовали практически в каждой сцене. Сцена 26, 2 дубля 1. Это была моя самая первая роль. Впечатления у меня просто замечательные. Все было очень весело, но и трудно тоже. Это был мой первый опыт в фильмах. Сложно было, непонятно, куда смотреть, в какой интонации говорить изначально. Вот, но в конце привык. А это тебе. А я думал, что коты пьют. Нет. Это только магазинные коты пьют, а деревенские едят ложкой. Когда мы делали, то есть искали этих детей, мы обратились к Юле Захаровой, которая сама занималась с детьми. Она предложила несколько кандидатур, и мы в итоге, в общем, пришли к тому, что девочку сыграла моя дочь Катя Барыкина, а мальчика сыграл Коля Невзоров, это сын нашего второго режиссера. Тут не буду лукавить, дело было даже не в том, что мне хотелось там снять свою дочь. Дело было в том, что мы очень боялись, что если это будут чужие дети каких-то других родителей, вот сложности в коммуникациях, какие-то проблемы на съемочной площадке всегда есть проблемы, что они создадут нам какие-то непреодолимые противоречия, с которыми мы не справимся. Ты видела, чтобы у мамы был росах, когда напала водяная? Помню, у нее была какая-то старинная заколка. Прежде всего мы делали тренинги. Была задача, скажем так, объединить первый раз девочку Катю, которая видела мальчика, Колю, выстроить между ними взаимоотношения брата и сестры. Ну вот когда мы познакомились,
Там у нас было такое задание, я должна была рассказать ему какую-нибудь сказку, а он должен был считать ворон. И главная моя задача, это чтобы он всегда смотрел на тебя и внимательно тебя слушал. Ты же сама говорила, что тетя Лисан хорошая, а мама плохая. Ну и что то, что говорила? Хочу к маме. Был довольно интересный опыт с Катей Барыкиной, так как она тоже в первый раз играла, как и я. Но мы занимались с Юлией Захаровой, разбирали сцены, и она как-то нас сплотила. На съемочной площадке между ними даже конфликтов не было. То есть у них сложились очень такие хорошие отношения и в кадре, и за кадром. Они как так дружили. Лечим. На съемках было очень тяжело, ни с кем нельзя было пообщаться. И поэтому у меня были мои воображаемые друзья-ежики. Они живут на цветочной клумбе в музее имени Каюма Насыри. Я тут приболел немножко, но как выздоровлю, мы обязательно сходим с вами в аквапарк, как тетя Лейсан обещала. И Тимур, а как вы с тетей Лейсан познакомились? С детьми ведь трудно работать. Вообще, что объяснять, не знаю, но эти ребята молодцы, они быстро все схватывали. И даже вот ночные съемки, когда были, мне один раз пришлось на ночных съемках холодные, а там ночи холодные. Вот, и они терпели. Вот, молодцы, за что им спасибо. Обычно не каждый ребенок это может вытерпеть, они начинают капризничать, но эти ребята молодцы. Сцена 39-1, дубль 1. Побежали! Что происходит? Я долго буду в того пижаме. Нет, ты сейчас еще 2 раза побегаешь и все. Они все-таки дети, они уставали. То есть нисколько они не хотели, и у них там им не нравилось, и они капризничали. Это просто физическая усталость, наверное, складывалась. Ну, иногда на какие-то обманные пути, да, там покажешь конфетку, вроде вот она зарадовалась, а потом эффект Кулешова. Внимание, Коля, пошли! У нас сложилась замечательная команда. Во-первых, мне, конечно, очень приятно, как обычно, что у нас там большая часть съемочной группы состояла из учеников и выпускников Института культуры, факультета кинематографии и телевидения. Причем многие из них сами сейчас режиссеры, которые снимают большие фильмы, там выходят на международные фестивали. То, что касается съемочной группы, это вообще просто отдельная песня, потому что обстановка на площадке всегда была уютная, домашняя, доброжелательная. И даже если случались какие-то непредвиденные обстоятельства, старались об этом на этом не акцентировать, быстро все устраняли, все быстро решалось, и как-то все очень легко шло. Огромный вклад, конечно, внес оператор Леша Матросов, потому что, на мой взгляд, он создал потрясающую по поэтичности такую вот картинку. И более того, он пожелал сам участвовать в цветокоррекции, и в итоге, в общем-то, цвет и вот облик этой картинки, не считая компьютерной части графики, сделал он. Так скажем, референсы были предоставлены до съемок. То, что цветокоррекцию буду делать я, об этом, в принципе, не предполагал. Это вот произошло буквально там уже спустя, можно сказать, 1,5 года. И как раз я еще помню, там на съемках я отсматривал материал, делал какую-то предварительную цветокоррекцию, чтобы вообще понимать, что с этим материалом можно сделать. У меня какие-то сохранились скриншоты из того, что я делал. Я просто Лёше тогда прислал и сказал, что говорю, вот смотри, мы же вот этого добивались. Как звучит водяная, как она идет, как она дышит,
как звучат страшные крики. Вот все эти звуки, они создавались, они записывались разными, там совмещение очень многих звуков. Получилась такая интересная звуковая картина фильма. Для нас было очень важно, чтобы этот фильм именно вышел в серьезный прокат, и чтобы мы не сами, как с предыдущими фильмами, работали с каждым кинотеатром, а чтобы им заинтересовали действительно крупные дистрибьюторы. И так получилось, что к нам обратился один из крупнейших международных агентов по продажам, компании «Антипод». Сказали, да, нам это интересно, и начали работать по международному продвижению нашего фильма. Ну, в первую очередь, вот на уровне фестивалей, в частности, они представили его на Каннском фестивале. Я, может быть, не объективен, потому что я заинтересован, но в любом случае иногда эта необъективность приводит к большей требовательности. В данной ситуации этого не было. Я посмотрел, мне очень понравилось кино, и я очень надеюсь, что это будет успешным проектом, и люди его примут. Премьера, когда фильм действительно был представлен широкой публике, прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. И это, действительно замечательная площадка для премьеры фильмов. Реакция была потрясающей зрителей, потому что дети сидели просто вот замерев, они боялись, кто-то прятались прямо под кресло, потом они возвращались, потому что им надо было досмотреть этот фильм. И, в общем, мы поняли, что действительно картина удалась. После этого к нам обратилось несколько крупных дистрибьюторов. Мы сейчас ведем с ними переговоры. Мы очень надеемся, что вот наш проект по прокату фильма, что он удастся.